каждой школы есть своя история, свои традиции, имена, которыми она славится. В 2022 году Батагайская школа отмечает 80-летний юбилей. Примечательно, что дата совпала с знаменательными событиями в нашей республике. Столетием образования Якутской автономно-советской социалистической республики и образования Союза Советских социалистических республик. В 30-е годы, когда в СССР форсированными темпами шел процесс индустриализации, в далеком Верхоянии в 1936 году было найдено первое месторождение олова. Поселок Батагай, основанный в 1939 году, стал форпостом промышленного освоения Дальнего Севера в Советском Союзе. В военные годы Дальстрой Верхояня внес значимый вклад в промышленное развитие всего Союза. С основанием рабочего поселка для геологов началась история школы в Батагае. Верхоянский район, наш родной Верхоянский район, был одним из форпостов северо-восточной Якутии, где развивалась добывающая промышленность. Уже в 30-х годах 20 века здесь уже начали вести геологоразведочные работы по поводу поисковых работ именно олова. Потому что время было такое, олово – это один из самых стратегических металлов, который требовался военно-промышленные комплексы. Уже в конце 30-х годов уже началась вестись добыча оловянной руды. Потом стоял вопрос, а где нужно построить речной порт для перевозки руды по реке Яна, которую мы видим же, да? Вот и по реке Яна надо было везти до моря Лаптевых и потом уже дальше через Тикси и по Северному морскому пути. Поэтому мы решили на устье реки Батагай. Вот здесь было пустое место, не такое сейчас был. Устье реки Батагай был построен речной порт. Речной порт, и который назывался. И относительно здесь появился первый поселок. В то время поселка Батагай, как мы сейчас видим, такого не было. Сейчас в настоящее время мы видим вот обогатительную фабрику номер 6. Это остатки, все, что от него осталось. Сюда привозили руду из месторождений Эгехая и Кистер, которые здесь обогащали. Батагай уже установился как уже поселок, где жили люди, связанные с промышленностью. И в это время был впервые открыт Батагайская средняя школа в 1942 году. Мы стоим на месте обогатительной фабрики, которая расположена в поселке Сахая. Новые рабочие места пополнялись специалистами и рабочими, нередко приезжавшие со своими семьями. Дети ездили учиться в поселок Сахая, расположенный в 18 километрах от Батагая. Вопросом открытия школы в поселке Батагай занимался секретарь партии поселка Епифанов Порфирий Прокофьевич. А идейным вдохновителем была сотрудник геолого-разведывательного отдела Арсения Кнесроповна Вронская, которая у себя на дому учила своих, а также и других детей. Батагайская неполная средняя школа открылась в 1942 году. Размещалась она на берегу реки Яны в юрте, затем занимала помещение промтоварного магазина. Учителями являлись жены геологов, имеющие дошкольное педагогическое образование. Уроки велись 2, а то и в 3 смены, поэтому возник вопрос строительства новой школы. Затем было получено согласие на передачу одного из 2 зданий школы города Верхоянска. Будущая Батагайская школа была транспортирована по реке Яна в 1943 году. Несмотря на тяжелые 40-е годы, школа старалась развивать разнообразные направления образовательной деятельности. В 1942 году создается пионерская организация. С 1946 года начинает работать хоровой кружок, а также драматические и кукольные театры. С середины сентября 1954 года Батагайская школа реорганизована из 7-летней в среднюю. В 1955 году школа выпускает первых выпускников. Их было 9. А в 1957 году выпускница Пыпина Нина Юрьевна была награждена за отличную учебу первой серебряной медалью.
1959-1960 учебный год стал первым годом перестройки народного образования. В связи с этим все 7-летние средние школы реорганизовались в 8-летние и 11-летние с производственным обучением. И школа стала работать в 3 смены. В 1965-1966 учебном году в школе было 959 учащихся в 30 классах. В 1971 году директором школы назначается учитель русского языка и литературы Правдюкова Алевтина Алексеевна. Не будет преувеличением сказать, что Алевтина Алексеевна – личность в Верхояне легендарная. Она проработала директором школы с 1971 по 1994 год. Годы работы в стенах Бодагайской школы являются подтверждением тому, что быть учителем – это ее призвание. Мудрый, опытный руководитель, талантливый учитель. Правдюкова Алевтина Алексеевна по праву заслужила любовь и уважение учащихся, родителей и коллег. С 1980-х годов было организовано углубленное трудовое обучение. Можно было получить специальности водителя, швей-мотористки и кулинара. Также в школе начинается успешное обучение шестилеток. Открывается в школе педагогический класс, где учились ученики из разных школ района, изъявившие желание стать учителем и воспитателем дошкольного учреждения. В 1992 году была открыта школа. В ней было 1500 учащихся в 55 классах. С 1996 года, учитывая национально-культурную самобытность северных народов, открывается первый класс с якутско-русским языком обучения. С 90-х годов вводится эксперимент по изучению второго иностранного языка. Это немецкий, английский и французский. Школа вступила на новое столетие. Наступил век высокой технологии, информатизации. С 2001 года школа одним из первых подключается к новому эксперименту по внедрению в российскую систему образования единого государственного экзамена. В 2008 году введено в эксплуатацию новое каменное здание, полностью отвечающее современным требованиям образования. И вместе с этим начался новый этап в истории Бодагайской школы. Бодагайская средняя общеобразовательная школа – самая крупная школа в районе, единственная в районном центре Верхоянска. На сегодняшний день в школе обучается 678 учащихся. Список представлен многонациональный, из 20 насчитывается 22 национальностей, поэтому и среда школы поликультурная и в педагогическом составе, и среди детского коллектива. На комфорт каждого ребенка уделяется большое внимание. Школа создает все условия естественной среды для развития ребенка. В 2020 году знаменательным событием стало строительство многофункциональной спортивной площадки на территории школы. Вообще среда у нас поликультурная и в педагогическом составе, да, и среди детского коллектива, да, живем большой дружной семьей. И поэтому, конечно же, наши все планы, да, наше устройство школьной жизни, да, связано с этим, с поликультурностью, чтобы каждому ребенку было комфортно, ну и создавать им такую вот естественную среду для развития. Мы обучаемся в здании, рассчитанном на 523 учеников, да, фактически около 700, да, 700 человек, и поэтому, значит, один спортивный зал не устраивал нас, да, то есть приходилось пользоваться другими залами поселковыми, а это сопряжено с определенными трудностями. И поэтому мы задумали как-то вот разгрузить этот зал, да, и оформили проект, да, подавали по многим источникам, да, и в 2020 году нам повезло. Мы выиграли грант акционерной компании «Полиметалл», да, и при поддержке местной администрации в очень короткие сроки площадка была построена. Конечно, тут очень помогла общественность, да, просто люди мимо шли некоторые и помогали. То есть и родители, и старшеклассники, и педагоги,
работали, да, то есть эта площадка как бы продукт, да, совместных усилий. Сейчас она полностью функционирует. Вот, старшеклассники, особенно футболисты, очень рады. С утра до вечера эта площадка занята в теплое время года. Да? Ну и, конечно же, в это время у нас проводятся и уроки физкультуры. Вот. Закладкой фундамента, на котором ученик будет строить свое дальнейшее образование, является начальная школа. А от того, насколько ребенку уютно и комфортно в школе, во многом зависят его учебные успехи и душевное равновесие. Целью образовательного процесса в начальной школе является развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, формирование желания и умения учиться. Атмосфера, царящая в начальной школе, близка к семейной. Ученики всегда с радостью приходят на занятия, зная, что сегодня они откроют для себя что-то новое, интересное. Здесь их поддержат, похвалят и одарят вниманием и заботой любимые учителя. В нашем творческом коллективе учителей начальных классов с душой работают 13 педагогов. Обучение ведется у нас по учебно-методическим комплектам «Школа России» и «Перспектива». Сейчас особый интерес у детей вызывает проектная деятельность. Учителя начальной школы создали проект «Экспериментируя и исследуя, познаю мир», результатом которого должно создаться региональное общество учащихся. На протяжении многих лет начальная школа проводит в апреле месяце слет отличников и хорошистов. Инициатором этого слета являлась Лариса Николаевна Стручкова. Семья Ларисы Николаевны каждый год присуждает именной приз самому активному, способному, талантливому ученику якутского класса. В нашей школе класс якутским языком обучения открылся в 1995 году. И первый класс из 16 учащихся под своим крылом взяла Лариса Николаевна. В этом году в первый класс с якутским языком обучения поступили 29 учащихся. Кроме этого, наша школа с 2014 года проводит районный шахматный турнир. Наши дети являются участниками международного шахматного турнира по проекту «Открытый мир». Программа внеурочных действий строится на интересах детей для их дополнительного развития. Так, по программе «Оғоны олонхоннон угую» на протяжении нескольких лет проводится кружок и занятия внеурочной деятельности «Я – дитя земли Олонхо». Учащиеся данного проекта являются неоднократными лауреатами и призерами республиканских районных конкурсов фольклорного искусства в жанре Олонхо. Но! Пришло время доить коров. Старушка Бэби Кен вышла из юрты, взяла подойник, но только первые струйки молока зазвенели от подойника. В юрте зазвенели колокольчики, бубенчики, и раздался стук упавшего наперстка. Ой-ой-ой, ей-богу, ты, Эрсогото, в самом деле, словно по-богатырским, вовсе не как надутый шар. Я пришел к тебе не силами мериться, у меня к тебе другое дело. Но! И мне нужен человек вроде тебя, кто стал бы моим послушным рабом и шутом. Будешь ты не отвлекать и забавлять, будешь стирать, готовить, прислуживать, да по хозяйству работу найду. Ха-ха-ха! Но! Каждый год на базе школы организуется летний оздоровительный лагерь дневного пребывания в 2 сезона по 30 мест.
По инициативе творческой группы учителей начальных классов вот уже много лет реализуются разные проекты. Один из них – это проект «Открытый мир. Шахматы как инструмент межкультурного диалога». Руководителем является Стручкова Анна Николаевна. Проект в качестве обмена опытом был освящен в рамках педагогической ярмарки в 2018 году и получил один из грантов. Агон тоғысылттан хағалан, бұ әбән бұтан районуттан хағалабып бұттан хағалан, тыңчаттан тақса бұ хақматшы тоғылару етен өреттен тақаян тағардым. Онтан келін бұ батыға ортосколаты 2 тыңча хыллақтан үрбеттен тақса хыл, бұ хақмат күруғын оны добатым, тегін бұспаққа жарықтан келім. Бу кургоқпар боллағанна бастан үксін олаттар хиджаллар әте, бу кәнекі хылларға кыргыттар ақсанлары әлбәтті. Бастаннар добақ кәрі жарқтан аллар әте, интерхергілер әте, хақматы бары ұрғаталлара. Білеген бу кәнекі 10 хыл хамай хөбілілері хақмат болла. Тоғы детіқі бу шақмат оғы өйін сайынлары, оғы олар орға өренлер, оғы тұлырдақ болар. Бу күрәқті хейлер, кинлер, интерхергілер әден бары түмсәллер, білсәллер, бәйлерін кытары, онна суботақсын bu jarıktana keleller. Begi kabine pıtıgar. Ulakan klası oları, kıra klası oların kıttana habilser bollular. Bu kendiki hıllarga, alın klaslarga, belerga tuspa, hakmatna turnirleri teriyer bollu bud. Bu turnir bıtıgar billen turar elbaq sponsor kömelehör. Bastı kıtınan uçutallar. Ona bu begi завучтар бит. Бу бүгүн бейт өдүс класстарга терийди бит. Сыл бу сорук биттен именно элбек огону интерьерге тәри, ого бар теметелге тигистен, грамотага тигистен, жоннору өрдүннер, көрдүннер, сакматы интерьерге атиннер демет. Бу төрдүстерге ытылынна. Манна бүгүн опсаят йордантан таксаго кытынна. Онон бу бата школатыгар хакматна хайынна бу кендики хылларга онна барты ситихилах. Onu tenge bihe ağa seygediyem proyek 2-10 hıltanıl öletevit. Bu mana bihege selske yarmarkaga tiyen zaşitalabıp bit komiskabip bit. Ol tümüger bollana bihege andaydı o skolaların kıtta kuraktahabit. Çeris online turnirim. Atın koratları kıtta kuraktahabit. Ontu butna hintirihine internet bittehöde möltöğün inniger horog oğular jeleritten oların kuraktahalle. Bu proyek bibiyaqa ulağa kilbititten bihina yürebit, astınabit. В подростковом возрасте ребенок стремится к познанию окружающего мира, самоопределению, практической деятельности. Именно поэтому стандарт основного общего образования направлен на деятельностный компонент, позволяющий повышать мотивацию школьников к обучению, развитию. Он учитывает интересы и потребности подростков, не ограничивается теоретическими знаниями в определенной научной области. В 10-11 классах учащиеся усиленно готовятся к поступлению в учебные заведения. Учебный курс предполагает дальнейшее изучение основных предметов и знакомство с новыми дисциплинами. В старших классах организовано профильное обучение, чтобы ученик мог выбирать направление учебы, исходя из собственных наклонностей или специализации вуза, намеченного для поступления после окончания школы. За свою историю школа выпустила около 3500 учащихся, 89 медалистов, добилась 98% поступления выпускников в высшие и средние профессиональные учебные заведения. И выпускники нашей школы показывают высокие результаты ЕГЭ. Так, по математике 85 баллов, по литературе 92 балла, по истории 91 балл, по обществознанию 84 балла. И наивысший максимальный 100-бальный результат набрала выпускница нашей школы Яковлева Анастасия по русскому языку в 2020 году. Ежегодно учащиеся нашей школы становятся победителями и призерами олимпиад. Только в текущем учебном году в муниципальной олимпиаде школьников было занято 96 призовых мест. В республиканском этапе приняло участие 4 ученика, результаты которой 1 победитель, 1 призер. 5 учеников нашей школы приняли участие в районном чемпионате юных профессионалов WorldSkills. Результаты – 3 призовых места. А наша образовательная организация предлагает учащимся 123 курса внеурочной деятельности, которые разработаны педагогами нашей школы и которые ученики
посещают по своему желанию. Образовательная программа школы и учебный план предусматривают выполнение государственной функции школы, базового общего среднего образования, профильного образования в специализированных классах и развития ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей является включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей. Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на каждой ступени обучения. В Батагайской школе работают и опытные, и молодые педагоги. Это учителя-предметники, педагоги-психологи, библиотекари, социальные педагоги и административно-управленческий аппарат. В коллективе хорошо налажена наставническая работа. Школа учитывает исторически сложившиеся традиции, стремится их сохранять, приумножать и передавать молодому поколению. А самый главный принцип, которым руководствуется Батагайская школа, это любовь к детям. Школа – второй дом. Это не громкие слова, а целая концепция, которой руководствуется в своей работе наша любимая Батагайская школа. Это особое пространство, где взаимодействуют учащиеся, работники школы и родители. В центре всего, конечно, ученик. И не просто ученик, а человек, многогранная личность, со своими интересами, жизненными ценностями, иногда проблемами. Немаловажная роль семьи в становлении личности. И только совместная работа, сотрудничество могут помочь решить все поставленные образовательные и воспитательные задачи. Сейчас важно, чтобы знания, полученные в школе, имели практическую значимость. Большое внимание уделяется правовому просвещению, повышению читательской грамотности, финансовой грамотности. Необходимо развивать у детях те навыки, которые могут помочь им стать успешными в выбранной сфере, быть конкурентоспособными и деятельными людьми. Наши педагоги идут в ногу со временем, постоянно совершенствуются в своей работе. Это курсы повышения квалификации, конкурсы профессионального мастерства, семинары. Мы уважаем и ценим тех, кто десятки лет своей жизни посвятил школе. Низкий поклон ветеранам педагогического труда. Сюда, на север, в Батагайскую среднюю школу, я приехала в 1964 году. Мы сами, учителя, не сидели в классе, не сидели в учительской, честно говорю. Все перемены, особенно зимой, тут же в коридоре что-нибудь делаем, обязательно все. Все вечера. У меня, например, был кружок, маленькие пьески даже ставили. Вот. А в Новый год я всегда Снегурочкой была. Вот все 13 лет всегда Снегурочкой была. А Клавдия Васильевна, Царство Небесное, нету. Многих учителей нету. А я вот задержалась. Знаете, тяжело, 93 года, я сама себе не верю. Учитель – это, который любит детей. Тот называется учителем. Вот. Чтобы дети уважали учителя и учитель. Здоровья всем. Всего хорошего. Ребенок проводит в школе целых 11 лет. За это время школа становится для каждого ученика вторым домом, второй семьей. Как и у любой семьи, у Батагайской школы есть свои традиции. В нашей школе накоплено очень много полезных и добрых традиций, в том числе возникшие очень давно, поддерживаются до настоящего времени. Это ярмарка «Дары осени», посвящение первоклассники, пятиклассники, слет хорошистов, отличников, веселые старты, конкурсы творчества и таланта, голос, той успех, коммунарские сборы, деловая игра, выборы в школьный парламент, осенние и весенние балы, посадка деревьев. Каждый год наши педагоги формируют фонд в поддержку одаренных
детей за высокие достижения, успехи в учебе. Одно из приоритетных направлений воспитательной работы – это создать условия формирования и гармоничного развития личности каждого ученика, учитывая его природные задатки, условия жизни и воспитания его в семье и школьном коллективе. Наши выпускники работают, живут в разных уголках мира. Но вдвойне отрадно, когда наши выпускники возвращаются в родной район, поселок разными специалистами. В стенах родной школы в настоящее время работает более 20 выпускников. Персонал школы насчитывает более 70 человек. Примечательно, из них 21 – это выпускники Батагайской школы. Это люди, преданные своей родине, горячо любящие и не понаслышке знающие традиции Севера. Я преподаю обычно вырезание из дерева, там бывают всякие различные вот эти формы, там поставка для телефонов делаем обычно, выжигание. И резьба по дереву бывает у нас, и тоже токарный, на токарном станке тоже делаем, мастерим, скалки всякие и для кухонного утвари. Наши республиканские достижения. Значит, на прошлых играх манчары, проходящих в Бердигистяхе, Сумбаева Ева по национальным прыжкам Кылы и Станга Кобах стала чемпионкой игр. Гиревики наши в своей группе заняли 3-е место, то есть взяли бронзу. Прокофьева Ксюша в прошлом году на лично-командном первенстве Республики Саха-Якутия по гиревому спорту стала 2-й. И республиканский турнир памяти чемпиона Тихоокеанского флота Георгия Попова тоже стала 2-й серебряной призеркой. В этом году получился удачный выезд у нас с Денисом. Лично команда первенства Республики Саха-Якутия по гиревому спорту. Денис стал 2-м. Мы постоянно участвуем, стараемся участвовать во всех спортивной жизни Верхоянского района. На последнем чемпионате по мини-футболу среди взрослых школьная команда стала 2-й. Я заканчиваю 11 класс, буду очень скучать по нашей Батагайской школе, буду ее периодически навещать. Желаю успехов, процветания, чтобы такие же спортсмены вырастали, как я, и завоевывали больше мест. Здравствуйте, уважаемые выпускники Батагайской средней школы. Я сама тоже выпускница этой школы и проведу сегодня небольшой урок.
истории. Мы в школу были влюблены. Наше поколение работало и училось. И учителя были для нас примером во всем. В то время приехали очень многие молодые учителя. Чтобы всегда были такие же у нас отзывчивые, добрые учителя, чтобы не иссякало желание передавать накопленный опыт, знания детям, воспитывать будущих граждан, надежное поколение для будущего нашей страны. Я бы пожелала нашей школе побольше бы добросовестных учеников, которые бы прославляли нашу школу везде, по всему миру. Я бы пожелала нашей школе, конечно, дальнейшего процветания и развития. Мне бы хотелось, чтобы все педагоги, которые приходят сюда работать, чтобы они любили свою работу, чтобы они были преданы своему делу, чтобы они были мудрыми, профессиональными, в общем, и смогли бы действительно сеять разумное, доброе, вечное. Моя семья в третьем поколении закончила эту школу. И мама моя, и я с сестрой, и наши мужья, и наши дети. Мой старший сын закончил эту Батагайскую школу с золотой медалью в 2012 году. В этом году второй сын выпускается. И мне хочется вот нашей школе пожелать процветания. Она все краше и краше становится с каждым годом. И учителя здесь очень сильные. И в мое время были очень такие прям сильные учителя. И сейчас очень многие учителя такие прям хорошие. Растет хорошее поколение. Вот. Поэтому очень радуется душа, когда мы видим, как благоустраивается школа. Допустим, на улице строятся площадки. Мой сын второй очень любит играть в футбол. Здесь на стенде есть 2 кубка, которые он заработал, выиграл. И я хочу пожелать всем остальным выпускникам закончить эту школу тоже с медалями, хорошистами и поступить в высшее учебное заведение, а учителям, чтобы от этого было процветание и радость. В целом, школа укомплектована кадрами, но, как и весь арктический регион, имеет и свои определенные трудности, одной из которых является привлечение педагогов. Все предметы у нас ведутся специалистами, но, конечно же, да, как и во всем арктическом регионе, мы испытываем определенные трудности. Да? Начиная с марта месяца у всех директоров школы начинается очень такая ответственная пора уже поиска, да, для следующего учебного года педагогов. Вот. И не исключение и наша школа, тем более очень многочисленный, да, педагогический состав. Но все причины, конечно, называть не буду. Одной из них, я считаю, отсутствие возможности предоставления жилья, ну, хотя бы по социальному найму. Да? Вот, допустим, звонит претендент, да, ну, и спрашивает, во-первых, зарплату, во-вторых, есть ли где жить. Да? И когда нам нечего предоставить, то, конечно, многие передумывают ехать. Вот. А так, в основном, держится все на энтузиазме. Да? А здесь остаются надолго те, кто предан этой профессии, кто любит детей, кто хочет оставить свой след, да? Вот, в воспитании подрастающего поколения. Несмотря на отдаленность, в Батагайской школе уже много лет работают учителя, которые приехали из разных мест. В Верхоянский район приехала в 1994 году из Молдавии, из города Кишинева. Там жили мои родственники, они пригласили меня поработать. С тех пор, после закрытия поселка Лозо, я переехала в Батагай, и с тех пор бессменно работаю в этой школе уже, получается, много лет.
Когда я в первый раз увидела Батагайскую школу, я тогда еще работала в Лозо. Я ехала на автобусе и подумала, боже мой, какой муравейник. Да, это была старая школа в конце, вот, ну, около больницы. И когда я первый раз зашла, вот, я долго не могла найти выход, да, потому что школа, там сначала было одно здание, постепенно к нему пристраивались со всех сторон всякие там пристроечки, и оно было, напоминало действительно муравейник, и очень трудно было разобраться. Ну, мы жили там тоже хорошо и весело, но со временем оно пришло в негодность, и вот в 2008 году мы переехали в это здание, чему были несказанно, конечно, рады, потому что здесь и светлее, и теплее, и уютнее, скажем так. Да. Очень много людей, да, прошло через эту школу, и учителей, естественно, учеников, да, пока я работаю. Один мой ученик приехал в этом году, говорит, вы еще работаете? Я говорю, да. То есть, когда я пришла сюда, я пришла молодым специалистом. Сейчас я один из старых учителей школы, поэтому, конечно, очень многое поменялось, и поменялось в лучшую сторону. Это моя школа, я могу так сказать, потому что именно здесь я состоялась как учитель, именно здесь я добилась всего того, да, чего добилась как профессионал, так ведь поэтому я желаю нам просто не продолжать дальше, просто повышать планку. Желаю нам хороших учеников, им желаю хороших учителей, да, и всего самого, что можно хорошего пожелать. Но главное, веры в то, что наша работа чего-то достоит. В Якутию, в Верхоянский район, я прилетела в 90-м году. Вообще, сама я родом из Казахстана. Закончила Кустанайский педагогический институт, факультет физико-математический. Сначала я работала в поселке Лозо. После закрытия поселка Лозо я переехала в Агихая, работала в Агихайской школе некоторое время. И уже 24 февраля, эту дату я запомнила, 1997 года я приехала в поселок Батагай работать учителем физики. Вот, и уже в этом году исполняется 25 лет, как я работаю в Батагайской школе. То есть у меня тоже как бы вот такой юбилей. Вообще с Батагайской школой у меня очень много связывает. Ну, во-первых, я еще говорю, четверть века я уже проработала здесь, да. Мои дети, 2 сына, закончили Батагайскую школу. Мне очень посчастливилось, что я работала с замечательными педагогами. Вот. И вообще в Батагайской школе прошло вот мое такое становление как педагога, как учителя. Вот. Вообще коллектив Батагайской школы – это такой, знаете, большой творческий союз. Они очень охотно включаются все в инновационные, значит, проекты. Вот примером является «Точка роста», к которой мы тоже сейчас прилагаем все усилия, который является большим, значит, перспективом для детей и, конечно же, учителей. Пользуясь моментом, я хочу поздравить своих коллег, учителей, своих учеников, учащихся Батагайской школы с 80-летним юбилеем, пожелать, значит, новых творческих успехов, новых высот, много-много здоровья, ну и, конечно же, счастья. Китенча тослака верахпен битербер, егуны битербер булана. Үле местете надо девиттера. Ярмарка вакансий онно бара жамман тох на бу батагай осколатыгар үле местете барын онно договор дамман. Китенча тосыл күнүгер манны үлели келбитим. Ругтахна онна тох ақылы столанютыр өртен. Онна мастардыгытыгар, мастардыгытын жаргын көрөктегилерге олар белем небин. Современный мир все больше становится цифровым, а это означает, что и процесс образования также должен соответствовать сегодняшним реалиям. Создание цифровой образовательной среды подразумевает одновременное использование единой электронной системы и традиционного подхода к обучению. Такой шаг должен сделать образование более доступным, качественным, а сам процесс его получения более увлекательным. Открытие точек роста в школах республики качественно меняет работу школ, способствует повышению качества обучения, формированию современных компетенций как у учащихся, так и у педагогов, в особенности сельских, удаленных от центра столицы. Современное образование – это залог успешного будущего подрастающего поколения.
В 2021 году значимым событием для нашей школы стало включение в федеральные проекты «Точка роста» и «Цифровая образовательная среда». Так, 27 сентября, в День государственности, в единый день открытия федеральной сети центров образования «Точка роста», и 24 декабря, также в единый день открытия ЦОС, открыли центры в нашей школе. Центр образования естественно-научного профиля «Точка роста», созданного в рамках федерального проекта «Современная школа», национального проекта образования, дает возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями. А создание цифровой образовательной среды подразумевает одновременное использование единой электронной системы и традиционного подхода к обучению. В рамках организации открытия центров в школе прошла большая подготовительная работа. Методическая работа, изучение нормативно-правовой базы, оснащение материально-технической базы школы, ремонт помещений. В школе оборудованы кабинеты физики, химии, биологии, информатики, библиотеки, а также зона рекреации, общественное пространство для развития цифровой грамотности, творческой, проектной деятельности и другой познавательной и социальной активности участников образовательного процесса. Школа получила новые цифровые лаборатории по учебным предметам и набор ОГЭ по химии. Пользуясь случаем, хотелось бы выразить слова благодарности за содействие в реализации данных проектов муниципальное казенное учреждение Управления образования в лице Валентина Коновича Тимофеева, администрация муниципального образования Верхоянский район. Первого октября 2013 года, в Международный день музыки, в республике стартовал будущий проект «Музыка для всех». Как известно, это большой межведомственный общественный проект, представляющий широкое внедрение музыкального образования в школы и детские сады республики. Он объединяет творческие силы и усиливает влияние государства и общества на образовательный процесс подрастающего поколения. С 2013 года у нас в республике стартовал проект «Музыка для всех». Да, что он подразумевает? То, что более углубленная музыкальная деятельность распространена в школах и садах республики. Но для того, чтобы организовать здесь «Музыку для всех», да, проект, нам нужно было естественное оборудование. Да? И вот благодаря 2021 году у нас полностью переоснащен наш актовый зал, что нам позволило лучше, больше работать с детьми и больше задумок выполнять. Я, как учитель музыки, очень рада, что у нас теперь новый актовый зал, у нас больше появилось способностей. Да? То есть мы теперь можем проводить разные мероприятия, и самое главное, мы с детьми можем воплотить наши идеи, наши задумки. Теперь у нас есть такая возможность, у нас есть хорошая аппаратура, которая помогает нам, да, реализовывать наши идеи, наши задумки. В рамках федеральной программы «Успех каждого ребенка» в школе реализуются творческие проекты. По инициативе Прасковьи Потаповой, учителя музыки и дополнительного образования, с 2019 года 4 сезона ведет свою работу музыкально-образовательный лагерь «Ирга Барахсан» студии Тулуйхан под руководством Светланы и Егора Неустроевых. Главной целью своей работы считаю обучение массовому пению, привлечению большого количества детей к прекрасному виду искусства пению.
Все эти годы моим основным проектом является работа образовательного творческого лагеря песни студии Тулуйхан Светлана и Егора Нестроевых. На протяжении 19 лет, где желающим детям учим песенный репертуар, подходящий их возрасту, сценическому мастерству, культуре речи, общению с друг другом, дружбе и любви к природе, малой родине, духу патриотизма. Дети с большой любовью исполняют песню на якутском, эвенском, эвенкийском, долганском, русском языках. Принимали участие в онлайн и заочных конкурсах песни разного уровня. Достижений очень много, и я в итоге стала в 2020 году лучшим учителем музыки Республики Саха-Якутия в сельских школах по проекту «Музыка для всех». В будущем у нас планов много. Будем расти, развиваться. Пользуясь случаем, поздравляю нашу школу с юбилеем. Школа мне дала очень хорошие, прочные знания и навыки, которые мне пригодились в жизни. С особой теплотой я хочу сегодня вспомнить нашего классного руководителя Галину Ивановну Курдупову. Галина Ивановна могла разглядеть в каждом ученике способности, возможности, потенциал и умела педагогическими методами развить их талант и одаренность. Так, с ее легкой руки я уже с 11 лет постоянно аккомпанировала на фортепиано своему классу на смотрах и конкурсах различного уровня. Чтобы не подвести свой класс, я очень много занималась и старалась справиться с возложенной на меня задачей. Надо отметить, что наш класс всегда занимал призовые места на данных конкурсах и фестивалях. Я считаю, что благодаря этому это предопределило выбор моей будущей профессии, профессии музыканта. Сегодня я хочу пожелать нашей школе процветания, новых проектов, высоких достижений, внедрения современных технологий, талантливых и способных учеников, а также педагогическому коллективу пожелать крепкого здоровья, счастья, мира и добра. Администрация Батагайской школы уделяет большое внимание здоровью учащихся. Когда ребенок проводит около 6 и более часов в школе, ему необходимо хорошо подкрепиться. Уже второй год со школьной теплицы школа собирает свой урожай огурцов, помидоров, свеклы и зелени, что очень разнообразит рацион питания учащихся. Выращивание сельскохозяйственных культур не только позволяет разнообразить меню детей, но и значительно повышает воспитательный потенциал школы, вовлекая учеников в трудовую деятельность. Добавляем туда масло,
его растапливаем, добавляем сахар и немного соли, и медленно насыпаем муку. И получается очень вкусная каша, салават, которую я ем с радостью. Мы стараемся идти в ногу со временем, да? Ну и мы понимаем и видим, что дети должны быть чем-то заняты. Это во-первых, а во-вторых, они должны получить, видеть, да, результат, научиться видеть результат труда, да? И этим продиктовано возникновение зоны, зеленой зоны, огородной зоны, да, во дворе школы. 2 года назад мы поставили арочную теплицу. Вот, для культур, ну, помидоры, огурцы, да, и руководство над этой зоной у нас взяла Анна Александровна Соболева, педагог, социальный педагог, человек с золотыми руками, человек очень инициативный, да. Вот, она руководит вот всем, и начиная от посадки, да, семян, рассаду, высаживания, уход, вот, а ухаживают и поливают, ну, помогают нам здорово, конечно, дети во время летнего лагеря. В этом году мы поставили короба для открытых культур, капусты, картофеля, моркови, да, и плодами своего труда дети пользуются во время пребывания в летнем лагере, дневного пребывания и всю зиму. Там квашеную капусту, замороженные овощи. Благодаря инициативе и энтузиазму педагогов зарождаются идеи, которые воплощаются в проекты с участием детей. Сейчас в оборудованных мастерских девочки шьют по современным лекалам, а мальчики приобщаются к столярному, косторезному делу. Дети уже учатся сами производить и зарабатывать. Школа всецело поддерживает все идеи учеников и для этого приобретает современное оборудование. Например, 3D-принтер, лазерный станок для производства сувенирной продукции. Есть своя мини-типография, приобретенная на средства гранта, в которой дети выпускают газету. И все это связано с актуальным сейчас проектом «Бизнес-инкубатор». Пишем газету, потом смотрим, где ошибки, дорабатываем их, и потом и в конце недели мы уже выпускаем газету. А газета бесплатная? Нет, 25 рублей. Ты и так по 11 с тобой. Ну да, нужно написать просто. Звонкий школьный звонок веселыми трелями рассыпается по гулким коридорам школьного здания. Через минуту коридоры уже наполнены шумной толпой. Школа создала все условия для существования детей в естественной поликультурной среде. На переменах они играют в шашки, поют песни на гитаре, читают книги, ухаживают за растениями. Смотришь на них и удивляешься, насколько же дети имеют внутреннюю свободу, умеют излагать свои мысли, общаются на 2 языках свободно, живут как одна большая дружная семья. Букыртык осколотунан кепсетаққа мен бәйім бұбатыда осколаға бәйіз қалыстан өрнебен. Ол күрдік сылтын сыл осколобыд, тұпсар, сайдан ехер. Оскола кестіраламыд, илге білде кетемет, себекеге ұқытабыд. Осколаға тоқ бар, условията бірта бар, оскола парламентта боламыд. Осколаға илге білдемет, улақан мероприятия оғырабыд, улыстағы мероприятияларга өттақтық бартығыр күттан ебет. Онна сылтан сыл оскола кевистра состава улыренер, ол күрдік оскола президентами улырер. Бұлыремен бұбы пулақынан бұйыл мен Адыгайсан Бурсова Аня была. В последнее время наша школа заметно изменилась.
открылось школьное правительство, где состоятся самые активные учащиеся нашей школы. Мы создали школьную газету, школьные новости, где транслируют и в формате газет, и в формате телевидения. Вот. В нашей школе очень много мероприятий актуальных, таких как интеллектуальные игры, шахматные турниры, такие развлекательные мероприятия. Вот. Что я хочу пожелать нашей школе: дальнейшего процветания, учителям любить и уважать свою работу, а ученикам достижать тех целей, которые они хотят. Когда в школе все в порядке, когда вся работа идет должным образом, когда есть все условия для развития ребенка, то в этом, конечно же, заслуга ее директора. Когда я начинала свой педагогический путь, директором в данной школе работала Алевтина Алексеевна Правдякова. Она с 1971 по 1994 год проработала директором школы, тоже учитель русского языка и литературы, поэтому дала она мне, конечно, колоссальный опыт, была моим наставником. И в те годы в школе была целая плеяда педагогов, приехавших по распределению когда-то, да, со всех уголков нашей необъятной Родины. Вот. И посещение уроков, я понимаю, да, сейчас уже оцениваю как колоссальный такой вот источник, да, обретения опыта. Ведь у каждого учителя своя изюминка, свой неповторимый какой-то почерк. Сейчас работаю уже в новом здании, да, тогда мы работали в старом здании школы. Трудностей бытовых, конечно, было много, да. Сейчас, конечно, намного комфортнее, просторнее. Въехали мы в это здание в 2008 году. Школа Батагайская является единственной школой в районном центре, самое крупное учебное заведение Верхоянского района. Вот. И, соответственно, мы являемся опорной школой. В этом году Батагайская средняя школа отмечает свое 80-летие. В этой связи хочу поздравить всех тех, кто по воле судьбы так или иначе соприкоснулся с нашей школой. Это многочисленная армия выпускников наших, все те, кто в разные годы работали в нашей школе. Поздравляю своих коллег с праздником.
Благодарю за труд, за преданность профессии, поздравляю учащихся, их родителей с нашим общим праздником и надеюсь, что впереди у нас еще больше творческих идей, прекрасных моментов, и мы будем трудиться во имя развития нашей школы. Сегодня мы хотим поздравить нашу любимую школу с круглой датой и сказать огромное спасибо! Наша школа – это такое место, где всегда тебя ждут. И всегда открыты двери. Они всегда помогут добрым советам, поддержат и выслушают. Желаем нашей школе